У нас была такая обзорная точка на весь этот перекресток. И мы видели, как люди бегут, в них стреляют, и они падают. То есть стреляли тупо в спину. Это было просто, ну, это ужасно было. Ну, они начали залазить на крышу. Залезло 7 силовиков, ну, около там 5-7. Начали подходить в конец крыши и увидели нас. Это все психологическая вот эта атака, мордой в пол, на землю, матами, это все. Получается, я поднял руки и начал присаживаться на корточки. И в этот момент первостоящий сотрудник Алмаза произвел выстрел в упор. Я был в шоке. Я посмотрел на ногу, там была дырка 3 на 3 сантиметра. Да я просто поверить не мог. Вот если вот вернуться на пару дней назад и сказать, что со мной такое произойдет, и вот случится такое в Минске, ну я бы не поверил. Ну, наверное, никто бы не поверил, что такое могло произойти. Я очень хочу мести. Очень хочу мести. Я очень зол. Ты стреляешь в убегающего человека, ты стреляешь в упор человека, ты бьешь людям по голове. Ты осознаешь, вот ты, как можно не осознавать вот свои действия, что ты делаешь. Мне приказали встать, ну и спускаться с крыши. Дальше процедура была такая. Тебя передают другому человеку, он тебя избивает, передают следующему, тебя избивают, следующему, и вот так вот по цепочке. Спросили, а где у тебя нога пробита, покажи. Я думал, может, они не видят. Я, получается, показываю ногу, отодвигаю. И в этот момент вижу, как дубинка несется со всей скоростью по моей ране. Ну, это вот первые фотографии, которые сделал я в больнице. Удары от дубинок, вот они так шли, так. Когда я лежал, они рассматривали мою рану. Они восхищались, как от резиновой пули Они восхищались от того, что как от резиновой пули разбивает мясо, кожу, мягкие ткани. То есть, ну, после того, как мне ее разбили дубинкой, я не видел, какая там нога. От боли я закричал, все кричали эти школьники, которые были со мной на крыше. Это тоже ужасная картина. Люди, дети, это дети. Они плачут, они все в слезах, у них сопли текут. Они все красные, но их бьют. Я увидел перед собой врача. Он начал осматривать мою рану, спросил, что произошло. Я сказал то, что меня стреляли. В этот момент подбежал запыханный силовик, спрашивает, говорит ему, что вы его забинтуете, и мы его заберем с собой. Врач ему ответил, что ты посмотри на ногу, тут неизвестно что. Неизвестно что, потому что там все раскрытое, крови много. Вот, это после операции. Думал, писать мне заявление в Следственный комитет или нет. Моя семья, мои друзья, адвокат мой, которого я нашел, все-таки попросили меня написать заявление, потому что, ну, это надо сделать. Через 2 недели после того, как я написал заявление, где-то 2-2,5 недели, мне звонит мама, говорит, что приходили с милиции, спрашивали о тебе. В этот же вечер я звоню своему адвокату, и он говорит, да, у него 4 таких же пострадавших, к 2 уже пришли, их уже забрали. И вот последующие там 2-3 дня я ночевал уже не дома, я уже искал, куда уехать, куда. Есть такая программа Медевак, которая занимается сейчас на данный момент пострадавшими из Беларуси. Она принимает пострадавших, и происходит тут их реабилитация. На тот момент мне нужна была медицинская помощь, потому что были проблемы с ногой. И первое время было психологически очень сложно находиться тут, с пониманием того, что с тобой произошло,
То, что с тобой происходит сейчас, то есть, ну, ты лечишься от огнестрельного ранения. Присылает диаспора наша в Праге, мальчики, девочки, присылают нам открытки со словами поддержки, очень тепло, согревает все вот это вот. Но самое главное, что тут я понял, что с ногой все будет хорошо. Пострадавшие тоже сплотились, очень хорошо поддерживаем друг друга, разговариваем, общаемся, отмечаем дни рождения вместе. Планы на будущее: учить чешский язык, ну, в общем, как-то думать, планировать, строить заново новую жизнь свою. Эй, ла-ла-ла-ла, никто не такая, и ты не такая. Работало на польское предприятие, делали мы контейнеры, я их красил, и потом они уезжали в Польшу. На акции протестные начал выходить с первых дней, с 9 августа. Ходили каждые выходные. Потом поехали в город Солигорск поддержать солигорских шахтеров. Там нас забрали в ВВС, была я, еще 2 девочки. Потом, когда выпустили нас с ВВС, приехали в Молодечно, дали справку, что был ВВС, но по законодательству время, которое ты там находился, не является уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. После чего там на усмотрение руководств расторгли контракт, уволили. Ну и как-то так получилось. Пошел работать в такси. Потом мы с ребятами организовали мирный отдых на лыжах за городом с белорусской символикой. Как только мы туда приехали, было все весело. Брали лыжи, катались, кто как, кто падал, кто нет. Добрались до места назначения, хотели снять все это на гирокоптер. И как только мы приехали уже на место, с горы увидели 10 человек в черной форме, которые нам начали кричать: стоять, не разбегаться, будем стрелять, как скот, короче. Потом самых, грубо говоря, буйных положили в снег, надели наручники. Ну, а я уходил, начал бежать. Просто бежал. Когда ступил на снег, там сугробы были в колено. Когда вступил в сугроб, я понял, что они меня не догонят, не преследовали, просто кричали, что стоять, будем стрелять на поражение. Ну, я понимал, что они ничего не догонят меня. Я просто бежал, наверное, километров 3-5, не знаю. Где меня забрали на машине, отвезли не домой, там отвезли на чужую квартиру. Отец поехал забирать мою машину, его там не пустили, было уже оцепление поставили. Пригнали туда машины милицейские, чтобы забирать уже этих ребят. Потом, когда уже оцепление сняли, смогли забрать мою машину, но ее отвезли на обыск в РОВД. Пока ждали обыск в РОВД, отец спрашивал, а когда их выпустят. Вышел начальник РОВД Бригара и кричал там, что да, они не выйдут, я их посажу, и твоего сына посажу. Поэтому было такое решение принято просто улететь, не дожидаясь никаких там последствий, короче. Потом прилетел я в Киев. В Киеве меня встретили волонтеры, заселили в хостел на 3 дня. Вот. И через 3 дня мне сказали, что тебя мы садим на самообеспечение. Вот. Поэтому мне подсказали, что лучше бери билет, садись на автобус и едь во Львов. Там лучше. Написал в чат Львова: ребята, я из Беларуси, мне нужна помощь. Сразу много людей откликнулось, сказали, что нужно встретиться. Встретились, дали денег на хостел, на проживание, на сколько там дней. Ну и все, и как-то фондов здесь как таковых нету. Просто ребята, те, которые вынуждены были уехать из Беларуси,
а в основном это большая масса здесь айтишников. Просто помогают друг другу как могут, держатся своими силами. Здесь у нас живет уже сколько? Наверное, раз, два, три, четыре, пять человек, все разных национальностей. Живет белорус, живут в Турции. Но все дружим, все нормально, никаких конфликтов нету. Все это очень сложно. Психологически, морально. Но я стараюсь держаться, все хорошо будет. Победим, верим, можем. Мяне зовут Микола Волкаў, я гісторык з Беларусі. Да нядаўняга часу працаваў в інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук у Мінску. Цяпер прыехаў на гадавую стажыроўку ў Варшаву, у інстытут мастацтва Польскай акадэміі навук. Моя стажыроўка, она не зусім запланаваная, яна ў істотным сэнсе звязана таксама з палітычнымі падзеямі. Ведаеце, я праяўляў сваю пазіцыю разам з шэрагам калег, то есть выходзіў на дэманстрацыю, гэта было явна бачна, моя пазіцыя, скажем так. Ну, мяне ў свой час таксама на мірнай дэманстрацыі затрымалі, там трошку, скажем так, было метады фізічнага ўздзеяння, многія перажываюць, а ты як бы кажаш, ну, як бы, ну, все со мной нормально, я не стаў такой ахвярай, як многія. Народовая агенцыя вымянай акадэміцкай польская ЦІНАВА, яна ініцыявала праграму дапамогі беларускім даследчыкам з розных вобласцяў. І яна выдзеліла 25 стыпендый для беларусаў, і беларусы могуць ёй скарыстацца для развіцця сваёй навуковай працы. У тым ліку удзельнікамі гэтай праграмы з'яўляюцца асобы, якія пацярпелі ці страцілі працу, ці нават трапілі на некаторы час у турму, і яны таксама маюць магчымасць тут займацца даследаваннем. Зараз мы знаходзімся в гасцінных пакоях Інстытута мастацтва Польскай акадэміі навук. Тут вельмі прыемныя умовы. Трошкі выглядае па-спартанску, але тут ёсць свая кухня, душ, прыбіральня. Далей у нас жылы пакой, дзе ёсць стол і некаторыя мэбля, дзе можна, як бы скажем, спаць і прымаць нават гасцей. Так што, ну, можна быць толькі ўдзячным людзям, якія нас гатовы прымаць у такіх умовах і забяспечваць нам добрую навуковую працу, якой нам, можа быць, так не хапаць на нашай айчыне в Беларусі. Кожны гісторык, ён мае спецыялізацыю. Я займаюся замкамі, резідэнцыямі, фартэцамі, ваеннай гісторыяй. Архітэктура – гэта такое пасланне, якое закладвалася дзесьці ў 16-17 стагоддзі. І вот прачытаць гэтае пасланне – гэта найвялікшая, найбольш цікавая рэч. Адна з тэм, якой я займаўся, гэта артылерія Несвіжскага замка, вось такая кніжачка в 15-м годзе выйшла. Тэма моей дысертацыі – гэта вось замкі і фартэцы Радзівілаў. Гарадзенскі замак, ён для Беларусі з'яўляецца унікальным аб'ектам. Дзяржаўная резідэнцыя першага класу. Можам ставіць поруч з Вільняй, Кракавам і Варшавай у Адгародню. Ставіць 4 резідэнцыі, якія важнейшыя для функцыянавання Рэчы Паспалітай. І чаму такія дыскусіі непрыемныя з тымі, хто зараз робіць рэканструкцыю? Таму што, калі я задаўся пытаннем, вось это было в 15-й год, ну давайте возьмем інвентары, паглядзім, што па інвентарах і верыфікуем вось гэты праект, які прапановаў архітэктар Владзімір Бачкоў. Я пачаў, як бы, сабраў крыніцы і пабачыў, што, божачкі, так там, як бы, ну, так і блізка няма таго, што прыдумаў Бачкоў. Не важно, што пры Баторыі было, не важно, што там каралі з дынастыі Вазаў збудавалі. Калі мы можам адбудаваць зямлю, так чаму б нам не зрабіць прыгажэй? Так, каб было бачна, што ў нас прыгажэй за Вавель. Ведаеце, была вельмі скандальная дастаткова справа, калі ось я пачаў разбірацца абставінамі смерці Стэфана Баторыя, яны напісаны в некалькіх крыніцах, то там вызначаецца дакладны пакой і месца, дзе стаяў ложак. Самае дзікае было в том, што на першасным праекце Владзіміра Бачкова на гэтым месцы павінны былі быць прыбіральні для турыстаў. Тут мы падыходзім на рынок старага гораду ў Варшаве. Тут вось на самом углу стаіць такі прыгожы будынак. Это вялікая сядзіба Інстытута гісторыі Польскай акадэміі навук. Можна сабе ўявіць, наколькі польскае грамадства цэніць навуку гістарычную, калі галоўная сядзіба Інстытута гісторыі знаходзіцца ў самым гістарычным цэнтры Варшавы.
Зараз мы знаходзімся на тэрыторыі Каралеўскага замка ў Варшаве. Гэта вельмі цікавы і важны помнік для Беларусі, таму што насамрэч замак пабудаваны пры Жігімонце III вазе, і ў пачатку 17 стагоддзя ён аказаў вялікі ўплыў на развіццё рэзідэнцыйнае будаўніцтва, у тым ліку на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскай і Беларусі, і мы можам гэты ўплыў бачыць у прыватнасці на гарадзенскім замку і на замку, напрыклад, у Гальшанах. У час Другой светнай вайны ён быў цалкам разбураны. Чым важны варшаўскі замак для нас? Тым, што гэта высокі прыклад навуковай рэстаўрацыі. Калі кожная дэталь, пачынаючы ад дзвярэй да вокнаў і агульна плану, ён дэтальна распрацоўваўся і абгрунтоўваўся. У нас, на жаль, лічаць, што можна ўсё адбудаваць, і неважна, якая там навука, галоўна, каб было прыгожа. Я приехал сюды, каб падрыхтаваць матэрыял, напісаць новую кнігу пра беларускія замкі. Каб, прыехаўшы ў Беларусь, можна было пакласці кніжку, і беларусы як бы чыталі і захапляліся сваёй гісторыяй. Вось гэта моя асноўная задача. Ці сумуюць нашыя героі па Беларусі? Ці ў новым месцы ім жывецца лепш, чым на радзіме? Ці хацелі б вярнуцца? Зараз яны адкажуць нам на гэтыя пытанні. І знаёмых сяброў, и той цудоўное адчуванне радзімы. Вось яго не хапае, конечно. Мне не хватает близких людей. И родителей не хватает, это и сестры не хватает, и друзей не хватает. Но, скорее всего, вот эта вот привычка такая, что нет руля у меня. Я не знаю, терпеть, наверное. Цярпенне, да, это беларуская звычка. Дарэчы, яна вельмі добрая звычка. Мы можем многое вытрымаць і далей рабіць сваю працу. Я уже от нее избавился. Наверное, как бы большинство белорусов это здрадники. Ой, найбольш у мяне з дзяцінства вось бабуліна мачанка захавалася вот в галаве. Жареная картошка и мясо. Мамочка, матуля, кличет ён так мило. Может, ты на речку погулять пустила? Мой родный кут, як ты мне мило. Забыть тебе не маю сила. Очень хорошие люди в Беларуси живут. Все добрые, все отзывчивые. Но ведаеце, гэта такая ментальная сувязь, калі ты адчуваеш, гэта твоя, гэта частка тебе, и ты не можешь просто сказать, Антей, падабаецца, не падабаецца, она просто частка тебе. Мне нравится уровень жизни, зарплаты, власть. Советский Союз, который до сих пор живет в Беларуси. Не падабаецца умовы, в якіх жывуць беларусы, яны могуць жыць лепш, яны могуць жыць больш годна, больш багата, больш культурно и счастливо у своей краине. Я думаю, при этой власти я туда и не поеду, потому что нечего там делать, пока не поменяется власть и президент. Выехал на стажировку навуковую, и я вернуся туды, як бы я хутчэй выехаў з Беларусі, каб ізноў туды вярнуцца.